Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться. Нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие комментарии, за вашу подписку, за ваши донаты. Земной поклон, огромное вам спасибо. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Гадание на судьбу. Какой секрет вам хотят открыть высшие силы? Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь к моей отсыпочке. Посмотрите на песочек и загадайте на тайну, секрет, который вам интересен, либо о котором вы хотели бы узнать. Просто попросите высшие силы для вас что-то важное, секретное, тайное рассказать да показать. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, что высшие силы расскажут, покажут, какие тайны, какие секреты тут у нас выйдут, что нам нужно понимать и знать. Так, мои дорогие, все очень интересно. Давайте я начну снизу вверх, а вы уж на себя принимаете то, что ваше. Здесь очень много информации вышло. Возможно, много людей посмотрят эту отсыпочку. Я начну с того, что у многих сейчас в жизни идет какой-то переломный период, да, когда жизнь как-то либо в застойном положении, либо вот как калейдоскоп, да, все очень как-то резко меняется, вы просто не успеваете ни за что зацепиться, либо вы в ожидании того, что какие-то перемены в вашей жизни, уже по идее должны начаться, да, потому что так дальше жить, как-то неправильно, да, вот прям день сурка, все одно и то же. Мои дорогие, вы проходите очень сильную трансформацию. У вас сейчас прям самая мясорубка может начаться, причем со дня на день. Это будет заключаться в том, что вам будут показывать, и мимо, да, будет проходить, будет перед вами возможность появляться, и тут же она будет исчезать. Будут происходить события как положительного, так и негативного ключа. Что нужно делать вам? Быть спокойным человеком, быть человеком уравновешенным и человеком, который не впадает в панику и не впадает в истерику. Почему это важно? Да потому что вы сейчас прорабатываете самую тонкую и самую сложную дорожку, да, путь, отрезок пути до вашей полной глубинной трансформации. Неважно, сколько вам лет, неважно, чем вы занимаетесь, не важен ваш статус. Я вижу, что у вас идет, как перерождение, да, а сам процесс рождения, появления малыша, он полезненный и для матери, и для малыша. То есть вы сейчас как будто бы идете по родовым каналам. В них темно, в них страшно, ничего не понятно, и от вас как бы мало что зависит. Вот эта ситуация происходит с вами. Если вы себя узнали в этом описании, то этот песок именно для вас, для этих людей, которые ничего не понимают, что происходит с их жизнью и никак на нее повлиять не могут. Да, сама судьба взялась за вас конкретно, и сама судьба будет наводить в вашей жизни порядок. Знаете, это та категория ситуаций, когда вы в обучении, на учебе, да, всегда же сложно учиться, а на практике все намного проще оказывается. Вот вы сейчас учитесь, вы сейчас набираетесь опыта, причем опыт у вас идет как ваш личный, так и опыт других людей. К вам в жизнь могут приходить как такие знаете, добрые, хорошие, но обиженные жизнью люди, которые будут рассказывать свои грустные истории, так и люди-пиявки, да, которые как прицепятся, да, от вас напитаются, крови вашей насосется и потом только отвалится. Да, такие абьюзеры люди, которые вас прям используют. И вы будете все понимать, вы будете понимать и про плохих, и про хороших, но так будут складываться обстоятельства, либо уже так сложились, что вы никак не можете повлиять, да, не можете от кого-то избавиться, либо кого-то прогнать, либо наоборот кому-то помочь, хотя очень хочется. Знаете, вы учитесь просто не по дням, не по часам, ежесекундно вы учитесь, спите ли вы, кушаете, что вы делаете, да, неважно, вы учитесь, у вас идет прям такая,
знаете, как труба знаний, вы подключены к системе, к общей мировой системе знаний и возможностей. Сейчас вас прокачивают, как будто бы, вот знаете, переустановка программы, да, в вашем гаджете происходит, обновление программного обеспечения. То есть можно так даже сказать, сравнить. Процесс этот такой достаточно сложный и требует ожидания. Да? Вот вы сейчас в этом режиме ожидания. Что бы вы там ни загадывали, что бы вы ни пытались, всегда получается один и тот же результат, что сейчас нет, немножечко попозже. Либо абонент недоступен, либо дайте время на установку нового проекта. Да? То есть вам секрет открывается самый важный о вашей жизни, да? Что вас сейчас переделывают, перекраивают, переформатируют под новый стандарт, под какое-то необычное для вас лекало. У каждого впереди свой костюмчик, своя жизнь и свое будущее. Но я вижу здесь 3 основных типа костюмчиков. Один костюмчик очень успешного человека, который, ну, такой, знаете, царь Медей, притягивает к себе денежку. Вот этот костюмчик вот именно идет для тех, кто сейчас в очень критической ситуации по деньгам. То есть у вас могут быть большие потери, у вас могут быть очень серьезные долговые обязательства, такое долговое ярмо, я бы даже сказала. Вы могли потерять большие суммы денег, вас могли обмануть, вас могли ограбить, там, мошенничество и жульничество. Вот для этих людей будет приготовлено вот именно богатство, да, вот богатство в прямом смысле слова, то человек станет богатым. Почему происходит именно так для вас? Да потому что вы в свое время чудили с деньгами. Вы уж простите, но вот идет информация, что вы реально чудили с деньгами. Вы могли их там пулять, куда вам нужно, не нужно. Да? То есть они у вас как вода сквозь пальцы проходили. Вы никогда за них не цеплялись. Вы абсолютно не меркантильный человек. И для вас деньги это как бренные бумажки. Да? Вас просто учат тому, что деньги очень нужны и важны, и что деньги нужно и любить, и уважать. Да, не думайте, нужно, потому что это энергия, это инструмент, который помогает человеку жить, трудиться, вернее, стимул, да, для труда, для жизни, для того, чтобы что-то получать, награду получать, чтобы была возможность помочь другим. То есть вас в буквальном смысле учат деньги любить. Поэтому, мои дорогие, знаете, вы это все пройдете, все будет замечательно. У другого человека я вижу отношения вот парные, да, вот такие вот несчастные. Вы сходитесь, расходитесь, у вас могло быть несколько браков, несколько отношений, но все они почему-то такие надрывные и вот такими прям кинжалами застревают у вас сердце, да, занозами такими кровоточивыми. Вас обижали ваши партнеры, и как будто бы отношений вроде было много, да, но счастья вообще совсем не было. Либо было такими маленькими вспышками, да, урывочками. Вы, мои дорогие, слишком добрая душа, слишком открытая, и вы в отношениях полностью вкладываетесь в человека, вы для себя ничего не просите, вы только даете. Соответственно, человек наглеет и уже только требует, да? Уже даже мысли нет, что я должен что-то давать, либо должна что-то давать. Вот вас, мои милые, учили, что нужно прежде всего ценить себя, любить себя и думать о себе, потому что вы и ваша жизнь — это бесценный дар Всевышнего, да? То есть Всевышний вас создал, и Всевышний вдохнул в вас жизнь. Вы уже уникальное существо, да? Вот прям извините за слово существо, но как бы все мы существа, мы существуем. Вот, поэтому вы себя не ценили, вы очень сильно себя обесценивали и дошли до такой жизни, когда у вас пустота и какие-то руины в вашей жизни. Вы можете быть сейчас в отношениях, вы можете даже быть в браке, но брак какой-то вообще пустой, холодный, несостоятельный, вот так вот можно сказать. У вас, мои дорогие, идет костюмчик невесты, да, либо жениха. То есть вам идут в жизнь новые отношения, теплые, светлые, добрые. И вот смотрите, здесь ситуация полного перелома в себе, когда вы вот прям посмотрите на себя в зеркало и увидите, что у вас там животик, да, либо у вас там целлюлитик, либо у вас там морщинки. И вы так разозлитесь на жизнь, на себя, на природу и скажете: да почему? Я не заслужила всего этого, я еще молода, я еще хоть куда, да, либо молод. И человек начнет усиленно собой заниматься, себя прокачивать, себя именно
вот прям усовершенствовать. Кто-то кинется в спортзал, кто-то сядет на жёст, кто-то там пойдет на процедуры красоты, да, то есть будет себя совершенствовать человек. В любом случае я вижу, что вы полюбите себя. Вы для себя постараетесь, вы себя полюбите, и уже либо у вас новый партнер придет, либо у вас ваш партнер другими глазами на вас посмотрит и начнет вас и действительно любить, и ценить, и в вас вкладываться. Конкретно я не могу здесь сказать, потому что я вижу здесь счастливую пару. Будут ли это ваши отношения, которые себя вроде как изжили, да, на том уровне, на котором были, либо это будут новые отношения, я не могу сказать. Что я могу сказать? То, что человек как будто бы новую жизнь начинает, и новую семейную жизнь, да, то есть как бы в костюме жениха либо невесты. Ну и третья категория людей – это люди с определенными способностями, с определенными возможностями, но люди какие-то, извините, затурканные, забитые и зажатые. То есть абсолютно закомплексованные люди. У человека гениальный ум, у человека феноменальные способности, но человек в себе сомневается, человек себя никуда не пускает, человек себя, извините, держит. Привязал себя вот такой цепью с огромной там какой-то гирей, да, к земле и говорит, что нет, я летать не умею, хотя сам вот постоянно парит. Вот эта вот просто цепь не дает улететь. Вам очень страшно показаться некомпетентным, несостоятельным, либо глупым, либо абсурдным. В вашей жизни либо под влиянием коллектива, либо под влиянием какого-то вот диктатора, вот в вашей семье, может быть, в вашем окружении, вы полностью в себе разочаровались, вы полностью на себе поставили крест, на своих талантах, на своих способностях. И вам очень страшно проявлять себя в том виде, в той форме, которую вам дали, да, вот ваш дар, ваша способность, ваш уникальный талант. Вы, мои дорогие, ну вот про таких людей, как вы, говорят, ну вот абсолютно закомплексованный человек, да, абсолютно зажатый человек. Человек, который, ну такой вот, никогда за себя там не скажет, не постоит, никогда не будет хвастаться. Знаете, вас, вот особенно вас, мои дорогие, готовят к роли лидера. Вот как хотите к этому относитесь. Лидер, ведущий, тот, за кем идут, глава. Вам на ближайшее время почему-то вот идут люди все такие, вот знаете, вот воздушные шарики, пустые, но при этом очень такие яркие и при положении, при звании, при каких-то вот регалиях. То есть вы будете смотреть на этих людей, и вы будете видеть их насквозь и понимать: Господи, да почему тебя считают талантливым, почему тебя считают знаменитым, да, как ты стал знаменитым? Ведь у тебя ни способностей, ни дара, ничего абсолютно нет. Ты человек, который только лишь всем говорит, что я способный, я талантливый, я могу. А на самом деле внутри это, ну, гелий, да, воздух, ничего нет, человек пустой. Но человек, который там на себя накидал красивую яркую оболочку, тем он привлекает. И вам в какой-то момент прям станет не по себе. Прям не по себе, да, от того, что вот такие пустые люди, они наверху, они как бы селебрити, да, а вы вроде как бы талантливый человек, себя настолько сильно зажали, настолько сильно загнали в угол и не являете свой талант, понимаете? И вам станет обидно. Обидно вам станет по-настоящему, прям до слез, прям до, я не знаю, там, скрежета зубов. И вы знаете, эта ситуация вас простимулирует. Плюс еще появится человек, который вас просто-таки вот, ну, будет направлять, я не знаю, по-хорошему, по-плохому, добрыми словами, может быть, какими-то пинками, но человек будет вас направлять. Вот эту тему я оставляю. Почему? Потому что я не знаю, кто вы. То есть, возможно, вы человек, которому нужна, ну, вот, волшебный пинок дать, да, только так вы начнете двигаться. А возможно, вам, наоборот, нужно доброе слово и надежное плечо, да, поддержка, чтобы не один человек. Поэтому здесь я не могу сказать, что конкретно будет у вас, но я вижу, что вас ждет большой успех. Вас ждет мировая известность. Да? Вы станете известным человеком в своем окружении, в своем, например, городе, в своей стране. И дальше люди в мире начнут о вас узнавать. То есть, да, публичная личность, да, какой-то вот знаковый, весомый человек в мире, да, в какой-то сфере, в каком-то роде деятельности. Кто-то неожиданно для себя там певцом станет, да, кто-то актером, кто-то там блогером, кто-то, ну, не знаю, там, человеком,
там, телезвездой, да, то есть вот этот момент у вас очень четко тут прописан. Мои дорогие, главный секрет заключается в том, что ваша жизнь скоро поменяется. И то, что было в вашей жизни до момента, например, просмотра этого видео, это все была подготовка. Подготовка к вашему новому рождению, к вашей звезде, да, вот прям вы ее полировали, вы ее там подправляли, подравнивали, и вот скоро она должна засветить на небосводе жизни. То есть ваш талант, ваши способности, ваш уникальный дар. То есть кто зашел на эту отсыпку, вот как хотите, у вас есть уникальный дар. У кого-то талант, у кого-то возможность привлекать, зарабатывать деньги, у кого-то огромное сердце, огромная душа, которая способна просто любить так, как не может любить кто-то другой. То есть, понимаете, вы все равно одаренный человек. И вам по судьбе раскрыть этот свой талант и при этом не потерять ни в чем, а наоборот только лишь приобрести. Этого я вам искренне желаю, и пусть это пройдет наименее болезненным образом для вас, мои дорогие. Всего вам самого наилучшего. На этом отсыпочка закончена. Всем пока-пока.